Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Удивительные события ближайшего будущего. Буду смотреть на 2 месяца. И если тема интересна, загадайте на себя и давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились, все уже загадали, имя свое назвали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Так. Какой-то змеюке очень не поздоровится. Вы посмотрите, какой-то змее вы просто голову отсекаете. Интересно. Ну, змеи — это враги. Это недоброжелатели. Это всякие такие мерзопакостные личности. Те, кто мешают, те, кто кусают, кто сознательно отравляет вашу жизнь. Вот с такой змеюкой вы справитесь. Не будет больше у вас этого врага, либо недоброжелателя. Собственными руками вы придушите эту змею, да, и просто оторвете ей голову. Будь то соперница, будь то враг, будь то конкурент, либо конкуренты, враги, да, может быть и в множественном числе. Поверьте, победа идет за вами. Собственными силами, собственными руками вы очистите свой жизненный путь от таких вот неприятелей. Назовем это мягко. Не буду ругаться, много раз обещала. Вот, неприятели. Да, очень громкая победа. Вы знаете, эта победа не только вам откроет пути дорожки, но и вас, именно в вас внутри что-то поменяется. Вы сами себя зауважаете. Вы станете более смелым, решительным, а может быть даже и деятельным человеком. Очень классное состояние. Прям состояние победителя, человека, которому и море по колено. Вот это то, что вас ждет. Так, еще очень важный момент. Здесь у меня 5 перечеркнутая. 5. С кем-то вы долго ругались. Я так понимаю, что это кто-то близкий. Может быть, с мужем ругались, там, с любимым ругались, там, с партнером вашим, да? Может быть, с бизнес-партнером, может быть, с какими-то родственниками, соседями. Да? Какой-то продолжительный конфликт. Продолжительный. Прям ругались, бились, дрались, доказывали, отстаивали. Вот долго это все длилось. Заканчивается этот конфликт. Знаете, как вот дверь в этот ад, кромешный ад, она закрывается. Точка, будет точка. Вы знаете, вы своего добьетесь. Вы этого человека, ну, простите за слово, да, но под себя продавите. Будет так, как вы скажете, как вы захотите. Осуществиться так, как вы захотите. И человек пойдет на такие действия, уступки, я не знаю, там, слова, там, что вы ждали, человек сделает. Человек сделает по-вашему. Почему? Да потому что вы изначально были во всем правы. То есть ваша правда, она вас торжествует. Человек признает свои заблуждения, ошибки, да, может быть, даже какой-то эгоизм свой признает. Вот прям не то, чтобы на попятную пойдет, а вот именно на признание. Так и скажет: прости, засранца. Ну, не прав был, знал, что не прав, все равно пытался тут горячиться, петушиться. Вот как есть, да, на духу говорю. Все понял, прости, больше не повторится. И вы поверите этому человеку и не ошибетесь, не ошибетесь. Все, считайте, что конфликт полностью исчерпан. Может быть, в браке вы жили там постоянно друг друга
пинали, да, воспитывали. Девочки, ваша сила, ваш верх идет. Конфликт полностью будет закрыт. Никогда более вы не вернетесь в это состояние. Не вернетесь. Тут к вам респект и уважение. Ну и плюс еще как передача себя в ваши заботливые ручки. Да, интересно. Следующий момент. Это связано с работой, на работе, поиск работы, поиск себя, своего вида деятельности. Неожиданно, очень неожиданно, через какого-то человека, либо при содействии этого человека, у вас появляется прекрасный шанс, просто невероятный, я бы даже сказала, шанс заработать. Вот именно деньги, кэш, наличку заработать. Вот и вы будете работать, и вы будете зарабатывать. Не отказывайтесь от работы, пусть там она вам нравится, не нравится. Кто-то, знаете, думает, о, это ниже моего достоинства, да, либо я профессионал, что ж я там буду бумажки перекладывать. Соглашайтесь. Соглашайтесь на то, что вам будут предлагать. Поверьте, начнете, попробуйте, втянетесь, понравится. А особенно понравится оплата. Оплата идет просто щедрая. Щедрая. И, возможно, вы начнете как подработку вести этот вид деятельности, а потом на основной выйдете. То есть у вас подработка превратится в основной вид вашей деятельности. Потому что денежка идет хорошая. Занятость идет плотная, и денежка очень хорошая. Вот, прям душу отведете. Кстати, много сможете себе позволить. То, что раньше вам было недоступно. Прям жизнь в радости. Вы идете на работу, и настроение такое, ух, пойду поработаю, заработаю, куплю. Вот, и так вы будете, мои хорошие, жить. В удовольствие работать и ни в чем, как говорится, себе не отказывать. Для кого актуально было закрыть какие-то долги, ну вот он прекрасный шанс закрыть долги и жить по-человечески, вот полноценно жить, а не вот так перебиваться, да, стягиваться каждый раз, чтобы что-то оплатить либо купить. Так, клевер. Клевер – редкий гость на моих отсыпках. К сожалению. В личных вижу, а вот в общих, ну, даже не могу припомнить последний раз. Редко вижу. Ну, клевер, девочки. Удача, мальчики, удача идет в вашу жизнь. Повезет, так повезет. Круто прям повезет, крупно повезет. Не ленитесь. Участвуйте во всяких конкурсах, лотереях, розыгрышах. Неважно, чего это касается. Кто-то, я не знаю, там грин-карт играет и сможет выиграть. Кто-то играет в лото, сможет выиграть. Кто-то, например, ну я не знаю, на какой-то конкурс самодеятельности пойдете, выиграете. Вы, либо ваши близкие. Вот кто зашел на эту отсыпочку, клевер идет не только для вас, кто смотрит, но и для вашего ближайшего окружения. Так что давайте, верьте, удача будет с вами. Не отказывайтесь от возможностей. Ну, понятно, что если вы не будете покупать лотерейные билетики, либо участвовать в каких-то розыгрышах, как бы да, вы не выиграете. А вот если будете, пожалуйста, все получится. Мои дорогие женщины, к вам идет судьба навстречу. Ваш партнер, ваша половиночка, ваш мужчинка по судьбе. Он идет прямо на вас, девочки, прямо на вас идет. Я вот вижу, что вы его искали, и на улицах искали, и среди знакомых искали, и среди незнакомых, и в интернете искали, и никак найти не могли. А вот теперь он идет к вам, сам идет прямо на вас, идет вот прям в упор идет знакомиться с вами. Девчоночки, познакомитесь, вы его сразу узнаете. Сердце прям кричать будет: это он. Сердце не обманет. Встретите своего судьбоносного мужчину, мои хорошие. Так что будьте при параде. Ваш мужчина к вам сам идет. Что касается мужчин, у вас немножко другая история. У вас тоже прекрасный шанс, прекрасная возможность встретить свою женщину. Но, понимаете как, вот женщина к вам вышла, русалка, и она выше, чем вы.
То есть эта женщина побогаче, чем вы будет, постатусней, при каких-то прям таких грандиозных возможностей вы будете себя чувствовать немножко некомфортно в ее присутствии. Ну, по первой, пока не привыкнете. Ну, понятно, да, для мужчин это вообще болезненный момент, когда женщина более успешная, либо больше зарабатывает. Мои милые мужчины, пусть вас это не смущает. Наоборот, пусть вас это порадует. Мы живем в такое время, когда все перемешалось. Перемешалось, мешалось. Это нормально. Это нормально. Может быть, ну просто подумайте для себя, да? Возможно ли так, что вы, будучи очень хорошим, талантливым, способным мужчиной, не имея определенных возможностей, да, у вас не получается, как говорится, с неба звезды хватать. А благодаря этой женщине у вас все получится. Сначала она вам поможет, а потом вы будете ее благодарить за это. Все завертится, все закрутится. Главное, не смущайтесь. Женщина просто шикарная, она очень красивая. Она невероятная, и она очень спокойный человек, который не хвастливый, не кичливый, никогда вас ничем не попрекнет и никогда у вас сомневаться не будет. Она вам не только любовницей, любимой станет, она вам станет настоящим другом. Не стесняйтесь. Вот если постесняетесь, будете от нее бегать, ну, поверьте, от своей судьбы вы убежите. Вот, убежите. Очень хорошая женщина. Так, но это я вижу, что вы к ней подойдете. Вы, может быть, помощь ей какую-то окажете, либо там подскажете, либо сами у нее что-то спросите. И вот так, знаете, вот в глаза друг другу посмотрите и все поймете. Так, мои хорошие, идем дальше. Какое-то желание. Желание, о котором вы забыли. Какая-то мечта, какое-то желание у вас было. Вот исполнится. Исполнится, и у вас даже, знаете, как удивление идет. Вы скажете, вот как же так? Вот 3 года назад там прям мечтала, хотела и не получалось. Вот исполнилось, само по себе исполнилось. Прям и радость будет, и удивление. Вот 2 в одном у вас идет. Так, еще кто-то появится. Появится человек. Но вы не ждете, вы даже не надеетесь. А кто-то прям попрощался с этим человеком, прям думали, что ой, все, больше никогда в жизни не увижу. А человек возьмет и появится. Вот объявится, как ни в чем не бывало. Здравствуйте, давно не виделись. Но тут счастье, тут слезы счастья прям я вижу, вот прям до слез. Такая радость, такой праздник у вас будет от того, что человек появился, да, объявился, и что с этим человеком все хорошо. Прям счастье, да, идет. Так, мои хорошие, кому-то будут предлагать что-то менять в себе. Прическа, цвет волос, стиль, может быть, какие-то вот, там, не знаю, брови, уколы какие-нибудь красоты. Я вижу, что вы очень скептически настроены, либо у вас не хватает, например, средств, да, чтобы полноценно все эти процедуры делать. А вы куда вы не хотите, она качественная, да, ну, но действительно, да, выбор непростой. На еду потратиться, либо, да, на себя. Смотрите, у вас идет знакомство с очень интересными, ну, не знаю, профессионалами. Может, это какой-то салон, может быть, это какая-то группа профессионалов. Вы там то ли как модель идете, то ли с какой-то большой скидкой. Вы знаете, так вас преобразят. Такой вас сделают шикарный. Но вы и так шикарная. Вы как бриллиант. Бриллиант, которому нужна огранка, да, чтобы вот прям блистать. Вот. Хорошо у вас девочки проработают. Очень хорошо. Прям такая станете. Ой, конфеточка. Сами себе радоваться будете. Замечательно. Даже кто скептически настроен, кто думает, что это все ерунда, поверьте, результат потрясающий идет. Зря вы так долго отказывались. Ну, если есть объективные причины, то понятно. А если вы, ну, как лишали себя возможности, то зря. Результаты очень хорошие идут. Так, еще, мои дорогие, кто-то страдал от какой-то болячки. Но это не болячка, а может и болячка. Не знаю, похоже на аллергию, на какой-то дерматит.
Что еще может быть? Это не мешало вам жить, но качество жизни, ну такое, знаете, плюс-минус было. Периодически, может быть, возникали эти проблемы. Может быть, у вас там варикоз, либо эти звездочки ужасные на ногах, да, там какие-то вот дефекты, либо неудобства. Вот. Это такое состояние, либо это такое заболевание. Качество жизни очень сильно страдало. Вы найдете решение, вы найдете способ, как избавиться раз и навсегда от того, что вам мешало. Вот, как излечение у вас идет. Излечение, улучшение. Я прям вижу, как вы довольны, как вы другим людям рассказываете, как вы других людей учите. Многие, кстати, по вашему пути пойдут. И прям долгие месяцы, может быть, и годы, очень хорошая энергетика. Энергетика благодарности будет прилетать в ваш адрес. Потрясающе. Смотрите, и себе поможете, вылечите себя, и поможете другим людям. Либо препарат какой-то вы найдете, либо какого-то доктора уникального вы найдете. Вот прям вылечитесь, избавитесь от этого, раз и навсегда избавитесь. Так. Какие-то приятные, очень приятные, неожиданные новости о беременности. Беременность не ваша. Беременность кого-то, за кого вы будете безумно рады. Прям такое потрясающее настроение. Ну, прям растянете на долгий период времени. Прям будете жить этой новостью. И прям просыпаться, радоваться, ложиться спать, радоваться. Прям ой, так приятно вам идет. Так, еще очень важный момент. Вам открывается какая-то возможность. Возможность на приобретение чего-то, либо на продажу чего-то. Вот, может быть, давно хотели, мечтали, ждали, ну, не знаю, опасались, может быть, даже. Вот, появится. И знаете, как и предложения появятся, и покупатели появятся. Сторгую здесь, на хорошую цену выйдете. Здесь, смотрите, как вы только в плюсе будете. Продаете, покупаете, вы все равно остаетесь в плюсе. Замечательно. Так, удивительно вам будет, что эта ситуация вас как будто бы сама находит. Ну, допустим, да, вы хотели что-то продать. Ну, там, лень давать рекламу, либо не хотите на это деньги тратить, не хотите этим заниматься, там, не верите в положительный результат. И вот случайно вы с кем-то там общаетесь, да, и говорите, там человек говорит, я хочу там приобрести, вот там с ног сбилась, ищу, нету этой вещи в продаже. А вы говорите, а у меня есть. Человек говорит, выручай, да, любые деньги плачу, да, продавай мне. Вот похоже на такую ситуацию у вас идет. Так, занесет вас в какую-то учебу, какие-то знания. Прям с удовольствием будете учиться, обогащаться знаниями. И что интересно, вы вот что выучили, вы как будто бы сразу применяете. Выучили, применяете, выучили. У вас вот прям результативность, ну, я не знаю, где-то на 200% вырастает. Вот чем бы вы ни занимались, где бы вы ни учились. Очень положительно идет. Вас очень многие люди будут прям хвалить, а кто-то даже и завидовать будет. Ну, как все получается, как все хорошо получается. Что-то не так, да. Вот. Поберегите себя, обереги, булавочки, защитные молитвы. Это должно быть, чтобы, не дай бог, не поглазили. Так. У кого ребенок беспокойный, очень беспокойный ребенок, уйдет это беспокойство, наладится и сон, и вот вижу, что может не разговаривать даже ребенок, либо заикается, либо картавит, какие-то проблемы есть, вот даже в речи у ребенка, плюс еще и очень беспокойный сон идет, и капризный ребенок может быть. Наладится все, я вижу, что какие-то действия вы будете совершать, может быть даже какой-то обряд проводить, очень хорошо вам поможет. Случайно, либо найдете человека, кто этим занимается и вам поможет, либо сами вот психанете и скажете, ну что ж такое, я же мать, я же бабушка, да, я должна помочь своему внуку либо ребенку. И вот будете что-то делать, и это очень хорошо поможет, очень хорошо. Вы прям, будете делать, не очень будете верить. А как результат пойдет, так вы прям скажете, могу, когда захочу. И правда можете. Так. Какой-то интересный кавалер тут нарисовался. Очень скромный мужчина, скромный, но очень денежный. Почему показали деньги при этом мужчине? Может быть, он за вас заплатит?
Может быть, он вам денег даст. Как-то потратится на вас этот мужчина. Знаете, вот как я вижу, этот мужчина, ему сложно говорить о своих чувствах. Он конфузится, он заикается, запинается. Для него это пытка, да, сказать о своих чувствах. И он чувства выражает действиями. То есть подарки, там, деньги, какие-то поступки. Вот у вас идет знакомство именно с таким человеком. Смотрите, вот кто себя сейчас узнает, это для вас. Вы девушка активная, веселая, хохотушка, прям такая общительная. Вы легко общаетесь с людьми, там, сходитесь, с любым договориться можете. А мужчина вам идет противоположностью. Молчаливый, закрытый, очень скромный. И, он не трусливый, просто как закомплексованный, возможно, немножечко идет. И вы как абсолютный противовес друг другу, вот сойдетесь. Девчонки, вы его разговорите, а он вам даст то, в чем вы очень нуждаетесь. В надежном плече, в защите, в опоре, и, конечно, финансовой поддержке. Вот так вот идет у вас. Вижу такие отношения, вижу такой любовный роман. Роман, прям на девушке держится. Девушка все вытягивает. Если бы не девушка, мужчина бы, я не знаю, он даже бы слова не смог из себя вытащить. Вот настолько он скромный, настолько он нерешительный. Но ничего, вы его со временем разговорите, все у вас будет хорошо. Так, мои хорошие, еще у вас вышли весы. Весы, которые вот прям в позиции ровно стоят. Вы видите, ровные весы. То есть, как говорится, ни вашим, ни нашим. Во-первых, у одних отыграется баланс, спокойствие и устаканивание жизни. То есть вы спокойны, в жизни все у вас спокойно. А у других отыграется судебным решением. Если мы говорим о судебном решении, если вы выступали обвинителем, да, то результат будет 50 на 50. То есть половина из того, что вы, например, там заявляли, будет принята, половина будет отброшена. Если вас обвиняли, то здесь 100% восстановление справедливости. Восстановление. То есть, возможно, несправедливо, может быть, не имели права вас обвинять. То есть закончится какой-то судебный процесс и закончится положительно для вас. А если вы обвиняли, 50% это тоже неплохо. Да, лучше, чем ничего, да, мои хорошие. То есть вам либо компенсацию заплатят, да, либо, я не знаю, там, деньгами вы там что-то отсудите. Не полностью, да, но только на 50%. Но все равно неплохо, согласитесь. У кого-то прям вижу, уже безнадега идет, да, вы думаете, что ничего не будет, что все, дело заглохнет, и там задвинут самый дальний ящик. И ждете, да, деньги потрачены, и вы ждете. Ничего, все будет хорошо для вас. Так, и еще. Кто-то боится чего-то. Не за себя боитесь, да, мужчину боитесь. У вас страх за этого мужчину. Что с ним будет, как с ним будет. Может быть, он в какую-то опалу попал, в какие-то неприятности. Может быть, его кто-то преследует. Страх за мужчину. Ваш страх, он не оправдается. Да, могут попугать, но так, чтобы что-то плохое произошло, нет, этого не будет. И чтобы кто вам ни говорил, вы зашли на мою цыпочку не зря. С вашим мужчиной ничего плохого не будет. Я вижу, что беда вашего мужчину обходит стороной. Да, она приближается, страшно, но она его обойдет. Вот так, мои хорошие, почаще обращайтесь к высшим силам, просите защиту, просите помощи и для себя, и для мужчины. И тогда прям все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.